Здравствуйте, уважаемые ученики. Меня слышно? Подскажите, пожалуйста. Здравствуйте, да, слышно. Спасибо. Начнем сегодняшнюю тему. Сегодня у нас хотелось бы немного рассказать вам про историю создания Международного дня гражданской обороны. Как вы знаете, да, как вам всем известно, ежегодно 1 марта мы празднуем Всемирный день гражданской защиты, гражданской обороны, так сказать. В целях празднования данных мероприятий повсеместно, по всему, не только Казахстану, но и по всему миру организуются различные мероприятия, связанные с гражданской защитой. История, давайте остановимся немного на истории создания Всемирного дня гражданской защиты. История начинается еще с 1931 года. Французский генерал медицинской службы Джордж Сан-Пол основал в Париже организацию Ассоциация Женевских зон, которая впоследствии была преобразована в Международную организацию граждан. Нейтральные зоны или открытые города, в которых в военное время могли бы найти убежище некоторые категории гражданского населения, такие как женщины, дети, больные, пожилые люди. То есть Всемирный день гражданской обороны, создание данной организации еще берет свое начало еще с 1931 года. Идея основателя Женевских зон заключалась в районов на постоянной основе и признанных таковыми еще в мирное время двусторонними или многосторонними соглашениями. Впервые эту идею Джордж Сан-Пол высказал еще в 1929 году. Затем эта идея была развита и в его публикациях и выступлениях на различных конференциях. Позднее, в 1935 году, по инициативе Ассоциации Женевских зон, французский парламент единодушно одобрил резолюцию, в которой предложил Лиге наций изучить возможности создания в каждой стране в соответствии с соглашениями, ратифицированными Лигой наций, районов, мест и зон, которые в случае военных конфликтов могли бы быть ограждены от военных действий и не использовались бы в военных целях. Сам генерал Сан-Пол умер в 1937 году, когда по его просьбе ассоциация была переведена из Парижа в Женеву и преобразована в Международную ассоциацию по защите зданий в военное время. Друг и соратник генерала Генри Джордж возглавил ассоциацию и стал ее генеральным секретарем. И именно по инициативе Генри Джорджа ассоциация смогла иметь для некоторых категорий населения нейтральные зоны в период гражданской войны в Испании 1936 года, Мадрид и Бильбао. И во время конфликта между Японией и Китаем в 1937 году Шанхаем и Нанкином. Несмотря на то, что этот опыт оказался относительно небольшим, была продемонстрирована реальность осуществления безопасных зон для мирного населения. В период Второй мировой войны ни одна из воевавших сторон не согласилась признать безопасность зоны в интересах другой страны. Еще раньше Джордж Сан-Пол в своих статьях неоднократно повторял: необходимо до войны определить, каким образом можно будет облегчить участь населения. После начала войны делать это уже поздно. Основатель Женевских зон обращал внимание на самое важное – предотвращение. Впоследствии эта идея была развита его последователями во всех сферах, связанных с защитой населения. В 1947 году Генри Джордж опубликовал книгу под названием «Современная война и защита гражданского населения» со следующей сноской, опубликована секретариатом генерального секретаря Женевских зон. Международная ассоциация по защите гражданского населения и исторических зданий во время войны или вооруженных конфликтов. Данная работа являлась манифестом ассоциации и содержала проект Международной конвенции по созданию безопасных зон под названием «Женевская зона». Далее, после этого, то есть после Второй мировой войны, в июле 1956 года информационный бюллетень «Гражданская оборона»
В редакционной статье ассоциации говорилось, деятельность организации Женевской зоны в области защиты детей, женщин, стариков и инвалидов в случае войны совпадает с задачами развивающихся национальных органов гражданской обороны в различных странах. Мы продолжаем развивать идею эвакуации гражданского населения в безопасные места, известные под названием Женевские зоны. Разрабатываем планы для этих зон и распространяем мероприятия гражданской обороны на международном уровне, то есть являемся связующим звеном между различными национальными организациями гражданской обороны. Вторая международная конференция по гражданской обороне состоялась в 1957 году во Флоренции. В ходе этой встречи делегаты поручили Международной ассоциации Женевских зон расширить свою деятельность на все вопросы, связанные с защитой населения и окружающей среды, и реорганизовать ассоциацию международной гражданской обороны. Женевские зоны преобразуются в гражданскую оборону. Это произошло в 1957 году. В январе 1958 года Международная ассоциация Женевских зон, неправительственная организация, была преобразована в Международную организацию гражданской обороны. С тех самых времен по всему миру существует такое понятие, как Международная организация гражданской обороны. С новым статусом, позволяющим принимать в члены правительства, общества, ассоциации, отдельные лица. Задачи организации были значительно расширены. Наряду с положительной деятельностью по безопасным зонам для беженцев, организация была обязана установить связи между национальными организациями гражданской обороны, стимулировать исследования в области проблем защиты населения, обеспечивать распространение имеющегося опыта и координировать усилия в деле готовности к ним и проведение необходимых мероприятий. Далее, что еще хотелось довести? Международная организация гражданской обороны принимала участие в подготовке дополнительных протоколов к Женевским конвенциям, которые были приняты в 1977 году. Международная организация гражданской обороны, ее государства, члены сыграли решающую роль при определении места и задач гражданской обороны в новом гуманитарном праве. Более того, по инициативе МОГО была расширена особая статья, протокол 1, глава 6, статья 64, гарантирующая безопасность со стороны воюющих государств национальным организациям. Таким образом, идея о международной гражданской обороне была включена в гуманитарное право. Международное гуманитарное право, как приложение к Женевским конвенциям, применимо только в военное время. Что касается мирного времени, то еще предстоит разработка международных документов о международной помощи в период бедствий. Международная организация гражданской обороны, которая по решению государств-членов организации получила статус специализированной организации по защите населения и собственности в период бедствий во всех типов, в настоящее время работает в период бедствий мирного времени и оказания международной помощи. 22 мая 2000 года международная конференция состоялась в Женеве, приняла разработанную Международной организацией гражданской обороны рамочную конвенцию по оказанию помощи в области гражданской обороны. Далее, Международная организация гражданской обороны организовала 14 технических выставок оборудования гражданской обороны. По инициативе МОГО были также проведены международные конференции по радиационной защите Монако 1964 год и 1966 год. По организации гражданской обороны в промышленности Женева в 1960-м, Нанси в 70-м, Бейрут в 1975-м. По медицине катастроф Женева 1968, Майнц 1977, Монако 1979. Темы проблемы управления гражданской обороны. Медицинские службы гражданской обороны, вопросы радиологической защиты. Тем самым хотелось до вас довести, что ежегодно 1 марта в Республике Казахстан с сотрудниками гражданской защиты, Департамента ПЧС, противопожарной службы проводятся дни. Можете принять участие, посмотреть на нашу технику, на работу наших спасателей, что же они выполняют, какую работу делают. Да? Это вы можете выполнить 1 марта 2023 года.
Что еще хотелось здесь? Подводя итоги деятельности организаций, которые разделяют Женевские зоны, генерала Джорджа Сан-Поля и современную Международную организацию гражданской обороны, была расширена до рамок защиты и безопасности населения в любых ситуациях, благодаря развитию, координации и планированию на международном уровне средств и технологий различных видов по предотвращению, борьбе и уменьшению последствий аварий, бедствий и катастроф всех типов. Одним из главных направлений в деятельности Международной организации гражданской обороны можно считать распространение опыта и знаний по всем вопросам гражданской обороны и управления в период чрезвычайных ситуаций. Эта организация также готовит национальные кадры в данных областях и защиты населения. Специалистов готовят в учебных центрах гражданской обороны, расположенных в Швейцарии. С целью распространения мирового опыта по гражданской обороне Центр документации МОГО издает журнал «Гражданская защита». Это изделие выходит на 4 языках, среди которых есть и русский язык. Центр документации и библиотеки МОГО содержит огромное количество документов, книг, журналов, а также аудио и видеоматериалов. За счет целевых российских взносов в фонд МОГО осуществлялись проекты и по другим направлениям, таких как, например, суммарный объем помощи, оказываемой Никарагуа по линии МЧС Республики Казахстан в период 2021-2013 года, составил около 20 миллионов долларов, что дает возможность для проведения глубокой модернизации основных компонентов национальной системы гражданской защиты. Республика Казахстан также играет немаловажную роль. Тем самым в период произошедших чрезвычайных ситуаций природного характера, таких как землетрясения, произошедших в Турции и в Сирии, Республика Казахстан не осталась в стороне и оказала и гуманитарную помощь, и техническую помощь. Техническую помощь, такую как наши сотрудники выезжали на оказание помощи пострадавшим в бедствии, да, извлекали людей из-под завалов, оказывали большую помощь местному населению, обеспечению безопасности. Тем самым наши сотрудники гражданской защиты, сотрудники Республики Казахстан исполнили, так сказать, свой долг перед Родиной и оказали помощь другому населению, да, населению Турции и Сирии. Празднование 1 марта, то есть празднование 1 марта праздника Всемирный день граждан, то есть детей наших подрастающих поколений, к важным задачам, которые выполняются национальными службами гражданской защиты и обороны. Основными из них являются спасение жизни и окружающей среды. Спасение жизни и окружающей среды. Министерство, то есть одно из направлений это Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан. На сегодняшний день главой Министерства по чрезвычайным ситуациям является Ильин Юрий Викторович. Он является министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан. Его первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям это Кульдиков Мурат Мухамеджанович. Далее, то есть Международная организация гражданской обороны можно назвать практически единственной в мире организацией, которая на международном уровне занимается вопросами. Нужно отметить, что, так сказать, извиняюсь, заместителем министра, первым вице-министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан является Кульшимбаев Ибрагим Даукесович, полковник Кульшимбаев Ибрагим Даукесович. Он является первым вице-министром по чрезвычайным ситуациям. Выполняет также немаловажную роль в организации гражданской обороны. Под его руководством был произведен выезд спасателей в Турцию и выполнение спасательных работ. Они выполнили там очень большие поставленные задачи перед ними и спасли большое количество людей. За время существования учебных центров Международной организации гражданской обороны, открытых в Ангене, Швайцбурге, в Голионе,
гражданской обороны является открытой для всех государств, разделяющих ее конституцию и устав. Высшим ее органом является ассамблея, которая состоит из делегатов. Эти делегаты представляют государства-члены. Ассамблея проводит очередные сессии, интервал между которыми не превышает 2 года. В случае необходимости проводятся и специальные сессии. Каждый год праздник Всемирный день гражданской обороны проходит под разными девизами, затрагивающими важные вопросы. Так, например, девиз 2023 года касается вопроса оповещения населения и средств связи. Необходимо отметить большую важность информированности населения о способах оповещения в случае какой-либо чрезвычайной ситуации. Информирование населения является обязанностью каждого сотрудника. Организацию ведения гражданской обороны может безопасности государства. Тем самым в Казахстане могут произойти практически все существующие чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. Да и техногенной аварии. К сожалению, не всегда обходят стороной отечественные промышленные объекты. Каждый день казахстанцы подвергаются риску. Одним из способов защиты это что? Является обучение населения способом защиты от опасностей, возникающих в результате чрезвычайной ситуации. И второе – оповещение населения об опасности. Также имеется в Республике Казахстан имеются сигналы гражданской обороны, действия по сигналам. Называется он «Сигнал внимания всем». После того, как, уважаемые слушатели, вы услышите данный сигнал, это будет звук сирены, звук сигнала с помощью сирен, гудков и других звуковых средств, оповещение установлено в городе Усть-Каменогорске и на предприятиях города Усть-Каменогорска, а также на территории населения. И о передаче сигналов гражданской обороны внимание всем. Включить действия по сигналу, включить все имеющиеся средства, это телевизор, радио, средства массовой информации, такие как сотовый телефон, радио и другие, и прослушивать всю необходимую актуальную информацию. Сигнал внимания всем, услышав этот звук сирены, надо немедленно включить телевизор, радиоприемник или репродуктор, радиотрансляционный и прослушать сообщения о стихийных бедствиях и правилах поведения. В течение всего периода ликвидации аварий и катастроф стихийного бедствия все эти средства необходимо держать постоянно включенными. Звучание сирены означает сигнал внимания всем. Это предупредительный сигнал. Помните и знайте его. Теперь, внимание, говорит штаб гражданской обороны города. Граждане, произошла авария. Камняк. Вот такой вот звук, то есть вот такое вот сообщение вы можете услышать. Действие населения. Что необходимо делать после получения данного сигнала? Надеть противогазы или ватно-марлевые повязки. Взять документы, выйти из зоны заражения, следовать в безопасное место убежища. Таким образом, ежегодно выполняются мероприятия в школах, в детских садах, различные мероприятия по подготовке наших детей, подрастающего поколения к безопасности жизнедеятельности в различных ситуациях, что природного характера, что техногенного характера. Вот здесь также на экране вы можете увидеть, что имеются различные противогазы. Но если у вас не оказалось под рукой противогаза, вы можете воспользоваться чем? Ватно-марлевой повязкой. Называется это простейшие, так сказать, простейшие средства защиты органов дыхания. Можно соорудить буквально из любого, то есть материала, либо из эти все моменты смочить и приложить к верхним дыхательным путям. Вот, ватно-марлевая повязка, да, существует вот таким вот образом. Сооружается из обычной ваты и обычной марли, да. Тем самым закрепляется на затылке и на теменной части головы, да, тем самым обеспечивая полную защиту от опасных химических явлений, да, такого как пары аммиака либо пары хлора. Да. Далее, что еще хотелось немного рассказать. В школах, к примеру, как номер 28, да, что здесь проводится? Система оповещения КГУ гимназия номер 38. Это, к примеру, авария с выбросом взяв, 2 коротких звонка и 1 длинный звонок. Пожар, система пожарное, противопожарное обеспечение, звуковая и голосовая. Эвакуация – это непрерывный звонок. Да? То есть в каждой школе
Услышав их, не надо просто сидеть и находиться без действия. Необходимо выполнить определенные мероприятия по покиданию здания, по сбору в безопасном месте и дальнейшие мероприятия по указанию ваших классных руководителей и преподавателей, ответственных за выполнение мероприятий, связанных с гражданской обороной, с гражданской защитой. Далее, хотелось бы еще немного поговорить про действия, про землетрясение. Что такое землетрясение, вы прекрасно знаете, вы изучаете это на курсах у себя географии, на курсах биологии и понимаете, да, что это такое землетрясение. Одно из наиболее страшных стихийных бедствий. Ему принадлежит первое место по причиненному ущербу и третье место по числу человеческих жертв. На планете ежегодно происходит свыше 100 тысяч землетрясений. Получив информацию или почувствовав первые толчки, в вашу задачу входит что? Вашу задачу быстро покинуть здание, если вы находитесь на, так сказать, первом этаже. Либо в вашем распоряжении имеется 15-20 секунд для того, чтобы вы могли занять безопасное место. Если вы находитесь на втором и последующих этажах, встать и переходить, то есть необходимо встать в проем входной двери, отойти от окон или занять место в углу, образованном капитальными стенами. Можно воспользоваться ванной, прочным столом. Необходимо вот эти моменты знать и слушать. Да? Держаться подальше от стен, заборов, столбов, не выходить в здание. Толчки могут повторяться. Это называется такие понятия, как авторшоки. Оказывать первую помощь пострадавшим. Нельзя пользоваться лифтом, прыгать с верхних этажей, зажигать спички и свечи. Этого делать категорически запрещается. Другой какой-либо взрывоопасной, пожароопасной жидкости, что может привести к возгоранию. Поэтому нужно про это знать. После того, как толчки прекратятся, необходимо выйти без паники на улицу в безопасное место. При нахождении и когда вы находитесь на улице, отойдите от деревьев, столбов, линий электропередач, рекламных щитов, баннеров, да, больших, которые могут на вас упасть. Необходимо находиться на открытой большой спортивной площадке. Это вам поможет избежать дополнительных травм. Как действовать во время наводнения? Включите телевизор, радио, прослушайте, выслушайте сообщения. Отключите воду, газ, электричество, погасите огонь в печи. Запасите пищу и воду в герметичной таре. Укрепите, забейте окна, двери нижних этажей. Если вам сообщат, что необходимо эвакуироваться, то есть перенесите дальше, что необходимо, перенесите на верхние этажи здания ценные вещи. Возьмите необходимые вещи и документы. Идите на эвакуационный пункт. Об этом также дополнительно сообщат наши сотрудники. Правила поведения при пожаре. Горящие, то есть что необходимо делать? В задымленном помещении нужно дышать через мокрую ткань. Если загорелась одежда, падайте на пол и катайтесь, пока не собьете пламя. Необходимо делать что? Сразу упасть на пол, закрыть голову руками одежды. Задержите дыхание до прохождения огня. В задымленном помещении двигайтесь ползком. Плотно закройте двери при эвакуации. Необходимо оценить обстановку и определитесь, откуда исходит дым. Сообщите по телефону о пожаре. Номер телефона 101 либо 112. Закройте за собой дверь, двигайтесь к выходу. Плотно закройте дверь за собой и вернитесь, если вы не можете. Если из-за сильной высокой температуры или сильного задымления невозможно эвакуироваться по лестнице, плотно закройте за собой дверь и вернитесь в помещение. Попытайтесь покинуть помещение, используя стационарную пожарную лестницу. При невозможности покинуть помещение, подавайте сигналы с балкона или из окна. Когда много дыма, не выходите туда, где видимость менее 10 метров. Достаточно делать несколько вдохов, и вы можете погибнуть. Это должен знать каждый ребенок. Далее, теперь хотелось бы немного поговорить про экстренные службы города Усть-Каменогорска. Таким образом, противопожарная служба, номер телефона 101, полиция 102, скорая помощь 103, служба спасения 112. Надеюсь, вы эти номера запомните и будете знать в дальнейшем. Каждый из вас должен помнить о своей безопасности и уметь уберечь себя и близких от беды в любой жизненной ситуации. На этом я свою тему закончил.
Если вопросы имеются, можете задать мне вопросы. У нас есть еще около 5 минут. Я постараюсь ответить на ваши вопросы.